Просторы девственной Пармы с вековыми кедрами, огромными непроходимыми болотами, неприступными вершинами гор, гладью озер и лентами рек. Все это – национальный парк Югы-2, нетронутая природа, сохраняемая людьми для нашего настоящего и будущего. По праву считается, что такой обширной территории, практически нетронутой цивилизацией, не найти больше нигде в Европе. Река Подчерем небольшая, но одна из самых живописных рек парка. Много тысячелетий назад труженица-река проделала себе путь среди бескрайней тайги и высоких скал. На своем пути Подчерем вбирает в себя воды притоков, быстрых речушек и ручьев. Зимой, когда в суровые северные морозы, кажется, замерла жизнь, в природе происходит важнейший процесс накопления живительной влаги, которая с первым теплом поспешит отдать Подчерему все свое богатство. С гор устремляются вниз ручьи, природа берет реванш за долгий зимний сон. Лето – благодатная пора, когда все сферы наполнены различными формами жизни. В воздухе, в земле, в траве, среди кустов и деревьев, в воде, на всех ее глубинах, везде торжествует жизнь. В чистых и быстрых водах Подчерема вольготно плещется хариус. Царская рыба, семга, нагулявшая жир в морских просторах, устремляется в Подчерем, в родные места, чтобы исполнить важнейшую миссию – оставить потомство в чистой пресной воде, дать жизнь новому поколению лосося. Берега Подчерема – сказочное царство первозданной природы, девственные леса, где кедры говорят с лиственницами, елями и березами на своем, только им одним понятном языке. Каждый поворот реки, каждый остров, каждая скала здесь имеют свое название и свою историю. Это не только всемирное природное, но и бесценное историко-культурное наследие, которым богат Подчерем и которое тоже бережно сохраняется. Скальный разрез Большая Дроватница едва ли не самое впечатляющее зрелище на всей реке. Здесь расположен археологический памятник конца XI века – скальное святилище Арка. По легенде, именно в этом месте собирались на совет древние северные боги. Могучие скалы, напоминающие старинные замки и паруса кораблей, переливающиеся лента реки и тишина. Здесь можно побыть наедине с собой, своими мыслями, привести их в порядок. В этих местах человеку предоставляется возможность подумать о том, о чем не успеваешь думать в нашей каждодневной суете.
Ежегодно парк посещают тысячи туристов из разных уголков мира, различных возрастов и национальностей. Целыми неделями путешественники живут в царстве первозданной природы, вдалеке от промышленных городов, в уникальном мире 3 стихий – леса, воды и гор. Это очень положительный опыт общения с природой, потому что когда сидишь дома и смотришь по телевизору в мире животных, кажется, да это ж легко туда приехать, там жить. Нет, это совсем не легко. Когда твердая постель, ночник, плотно все лежат, это здорово. То есть здесь идет от обратного. Тебе тяжело, но ты получаешь удовольствие. Это удовольствие от сурового такого отдыха. Это хороший, живой отдых. Здесь именно жизнь везде. В мошках, в комарах, в горах. Ну, оленя видели. Настоящего с рогами. Он прыгал и красовался. Он делал так. В большинстве своем туристы, сплавляясь по Почерему, не живут в палатках. Работниками парка обустроены стоянки и построены уютные домики с банями и беседками. Примечательно, что домики и стоянки на маршруте совпадают с местами традиционных поселений на берегах реки. Север притягивает к себе людей, которые не хотят сидеть на месте, которые любят природу и любят жизнь. Везде чистота, все стоянки оборудованы, ни мусора, нигде нет. Очень приятно здесь находиться, благодаря, наверное, все-таки тому, что здесь есть национальный парк, который за этим всем следит, чтобы и дальше осталось для нас, наших же поколений, оставить эту природу в первозданном своем состоянии. Пачки дегажа улетят, до лишели, но лишели. Единственное жилое село, расположенное на Почереме, носит созвучное с рекой название – Подчерье. До лишели, но лишели, говоринской ныволы. Нывда зон волы. Это старинное село с уходящими вглубь веков традициями, которые бережно сохраняются и передаются из поколения в поколение уже более 230 лет. Коми-песни, старинные обряды – это неоценимый вклад в сохранение историко-культурного наследия. Зона мои, мы волан, до лишели, но лишели, говоринской мы волан. В народной культуре вода является одним из основополагающим мифопоэтическим образом. И поэтому многие летние праздники русского народа, да и других народов, такие как День Ивана Купала, Петров день, проводятся на берегу реки. И берег реки превращается в такое волшебное, загадочное, можно даже сказать, сказочное пространство праздника. И мы в нашем селе
Почере тоже попытались вот создать такую атмосферу, вернуться вот в ту глубину веков и создали фестиваль «Обряды народов Республики Коми». Проводим мы уже несколько лет, и по отзывам довольно-таки удачно. И проводим мы именно на берегу реки Подчерем. В Подчерье расположен кордон парка с гостевым комплексом. Построен он был не так давно, но уже пользуется популярностью у туристов. Работать в парке – задача не из легких, поэтому равнодушным людям здесь не место. Сотрудники парка – люди, по-настоящему преданные своей работе. Короткое северное лето – горячая пора для работников парка. В разгаре туристический сезон, да и на стоянках кипит работа. Продолжается благоустройство территории парка, но в дружной, слаженной команде любое дело спорится. Мы стараемся вообще так делать, чтобы между стоянками была нетронутая природа, то есть не ставить аншлагов, там многочисленные, то есть аншлаги и какие-то признаки человеческой деятельности только на стоянках. А между стояночками человек должен видеть природу нетронутую, то есть наблюдать, фотографировать. Большинство тех, кто работает в парке, местные жители. Им нет нужды изучать историю своего родного края по книгам. Они могут в прямом смысле слова к ней прикоснуться. Но есть и те, кто приехал сюда и остался навсегда, прикипев к здешним местам душой, посвятив свою жизнь этому прекрасному краю и благородному делу сохранения природы. Для семейного туризма она вообще идеальная, я считаю. То есть с детьми, то есть она довольно компактная, 100 километров это немного, река спокойная, нету опасных мест. И в то же время она такая насыщенная, то есть есть и скалы, и тихие места, и повороты такие, то есть 5, 6, 7 дней сплавиться это. И маршрут такой непродолжительный, я считаю. И дети не устают. Здесь не работает мобильная связь, зато есть зеленое море тайги, чистейшая вода и воздух, а путешественники слушают, как шелестят листья и как поет Подчерем свои хрустальные песни, переливаясь и играя на солнце прозрачными струями.